Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев, и в начале выпуска коротко о главном. Ведущие медицинские специалисты России посетили Чеченскую Республику. Они поделятся передовым опытом борьбы с коронавирусом с чеченскими врачами. Самый молодой город России преображается быстрыми темпами. Строятся новые дома и большая больница. За работой глава республики следит лично. Сколько объем выполнен работы? За 8 все между нами осталось. Хотел за пасеч. За 8 сегодня. Сразу 4 региона Северокавказского федерального округа получили необходимые средства защиты для борьбы с COVID-19. О помощи соседним республикам договорились Рамзан Хаджи Кадыров и наследный принц Абу-Даби. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата. Да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Богослов Адам Шахидов рассказал о событиях и испытаниях, которые ждут верующего после смерти. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. دال هدو شون عذاب درخ شو شكر ديش خلش شو إيمان دلن خلش تحني همني حشت وش خل وش الله دال خايتق وين عازب دري شاحش سخلر وين عازب دعال شو يلش الله دال ويقول سخلر إن رحمتي سبقت غضبي شيقه هي تمشي يغزلون الحلق بالبحون ألا قابقين أورانشو عش ديل خلش دال شكر ددي زقوي ديل نعمة تشكع سودو ويلوش دلاح عازب الله دال دعوة شدوشنا بال دال دعوة شبوشنا دين قوموا ديلي توبديش دال بوخوي بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون توب ديلش مسارة هاي ديلي إيمان ديلنا مسارة توب ديلش مسارة توب ديشي بالا الله ديل دعي بيش وشون. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Также с этой недели пятничные молитвы прошли во всех мечетях республики. У входа в религиозные объекты верующим раздавали защитные маски, приобретенные за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, а руки обрабатывали антисептическим раствором. Несмотря на некоторые ограничения, люди искренне радовались возможности совершить рузба-намаз. الحمد لله الله شاء ورز من حاجة قدام وقلا ديرس كذا هذا حلوة درجة وين أقحي شوي كل رمزاني تونس بناء والشيء مثلا ديرس الحمد لله خزخل بوش بالله قبو خوين سيد الأيام الإلشنا عليه الصلاة والسلام دين وي إيل دو آل دوشتل رزبان ده تغن وي قزي دارك يشخلرنا مرشو وي قاخلرنا كارنتين يلاح جم أنبال حوزن قوة قهتن دقعولن خاني أختوي دلاهر اون بالا بيتس بنقوين هو قوة روز بني داخكنا خزا ديل دي قردع دلا اشتوي روز بني داخ يشخلر وين يبقوا خلرنا تاق مك مدين دعديلرنا بوس بني خنا دغنش خزني سن هوغنا خلا خزني خسن بوس بني هوغنا سمقوا دلا الله دال تحي بيختي ويلوي. Глава Чеченской Республики встретился с ведущими специалистами в области здравоохранения России. Неонатологи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области прибыли в Грозный по приглашению Рамзана Хаджи Кадырова. Здесь они поделятся опытом лечения отдельной категории пациентов в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. В ходе визита особое внимание гости уделили успехам республики в снижении младенческой смертности и высоко оценили работу врачей в борьбе с COVID-19. Вот у нас в селе есть мужик, за 60 лет, у него сахар повышенный, и ногу ампутировали, и у него был инсульт, но он нормально перенес эту болезнь. Вот Абушер весь радовал. Он вообще не болел, там, он здоровый. Кого посмотрели? Вот кого посмотрели, вообще здоровый был. Он футбол играл такой мощный, такой, мышцы такие. Больше, да, он. Те, кто болеет, легко переносит. По-моему, это вирус умирает всегда. Иммунитет не бывает, но он умирает. Самый молодой город России Курчалой быстрыми темпами меняет прежний облик. Здесь возводятся жилые многоквартирные дома, больницы, социальные и коммерческие объекты. На этой неделе там с инспекцией побывал Рамзан Хаджи Кадыров. В первую очередь он посетил строящуюся больницу на 130 коек. Раньше тяжело больных из Курчалоевского района приходилось возить в Гудермес, но скоро такая необходимость исчезнет.
Казбек, 78%, да, вы работаете? сколько объем выполненной работы? За 8 всего между нами осталось. Катался за пасеч. За 8 هنتي وين أصلاً شادولم كيش دوي تعمل كيوم جديش لينو الواحد что это очень Интересно это дело, да? красивая водичка. Оригинально. Цены ее что нравится. Так и красиво сейчас да. Еще один или два должен наелш и вы оценковано. Если что иш липецкая красиво, что я хочу чай. Что это минимум 50 лет. Тут есть гарантия. Так еще больше. Видно, что качественно. Подходит к концу и работы по возведению комплекса из 9 высотных зданий. В них будут жилые квартиры, офисы, гостиницы и торговые помещения. Строительство осуществляется за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В аэропорту Грозного приземлился очередной самолет с гуманитарной помощью из Объединенных Арабских Эмиратов. Он доставил крупную партию средств защиты от COVID-19 сразу для 4 регионов СКФО. Договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Напомню, что это уже 3-й авиарейс из Абу-Даби, доставивший комплекты медицинских принадлежностей для работы с больными коронавирусом. Какие регионы получат ценный груз, расскажем в нашем следующем сюжете. Очередной спецборд из Объединенных Арабских Эмиратов доставил средства медицинской защиты сразу для 4 регионов СКФО. В ящиках тысячи комплектов противочумных костюмов, масок, бахил, дезинфицирующих средств и тесты для выявления COVID-19. Ценный груз быстро погружают в грузовые машины, после чего отправляют в медучреждения Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. كيقول عولا وفتشي ديك وشا ديكنا وسط ولا شيخ محمد بن زايد دعيت ندله هذا وفتشي بيركت دوك هنا الجا وفتش ولو وش نوديش ديك خير دار قلبي أنا إيش حدا عنده هذا ساعة دال مقلعها هذا إنتي أوكي واحدة كان شو بيع يخو تموجني عددي إيش دلهم دين شو بيعها أزي ريسبوبليكنا تعتير دا أدينا ديونا دعوا يتردو. Это уже 3-я крупная партия средств защиты от коронавируса. Договоренность об их доставке была достигнута в ходе телефонного разговора Рамзана Кадырова с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Заедом Аль-Нахаяном. Узнав о ситуации с пандемией в субъектах Северокавказского федерального округа, наследный принц предложил свою помощь. Сегодня мы получили очередной груз, гуманитарный груз от наших арабских друзей. Это в основном средства индивидуальной защиты, которые необходимы для работы докторов в перепрофилированных учреждениях, а также для тех специалистов, которые находятся в зоне повышенного риска. Главу Чеченской Республики и наследного принца Абу-Даби связывают давние дружеские отношения. Такой жест со стороны Мухаммеда бен Заеда Аль-Нахаяна в столь непростое время еще одно тому подтверждение. رجل نقردوشي حد وحشية جرجل وضو يبقي خليولا بچالكي كيقول خوشيا سيرخو اميرات بچالكي наследный принц шейх Мухаммад бен Заид Аль-Нахаян. В знак благодарности в Объединенные Арабские Эмираты фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова отправил 10 тонн экологически чистых яблок. Кроме того, ранее от Чеченской Республики в Абу-Даби доставили свежее мясо, говядины, птицы, овощи и фрукты собственного производства. Асхаб Зазылаев, Арби Чакаев, Аслан Висхаев при поддержке ЧГТРК «Грозный. Неделя». Чеченская Республика перешла ко 2-му этапу ослабления ограничений в период пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал глава республики 1 июня. Уже частично открылись предприятия малого и среднего бизнеса. Работают все госучреждения. Кроме этого, разрешены прогулки на свежем воздухе и занятия спортом при соблюдении мер предосторожности. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Республика постепенно возвращается к нормальности. 2-й этап ослабления ограничений оживил ряд сфер. Открыты все госучреждения, частично заработал малый и средний бизнес. Ношение масок и соблюдение дистанции остается обязательным. Штаб, как вы знаете, уже функционирует практически 2,5 месяца. В последнее время люди интересуются, когда уже можно будет заехать в республику без пребывания на карантине, также о введении 3-го этапа. При всем этом снятии ограничений не стоит забывать самое главное, чтобы
мы держали дистанцию между собой при общении, при контактировании в магазине либо на улице и обязательно соблюдали масочный режим. Функционируют парикмахерские, салоны красоты, точки по пошиву и ремонту одежды и обуви. Оказывается стоматологическая и иная внеплановая медицинская помощь. Возобновили работу непродовольственные магазины, кафе и рестораны работают на доставку. У нас соблюдается дистанция с посетителями. Все должны быть в масках, и у нас стоит антисептик. А как вы работали до понедельника? Каким образом вы продавали вещи? Мы продавали онлайн-доставку, мы в основном работали. По телефону у нас же свои клиенты, очень даже много их. Инстаграм писали. Также разрешены прогулки маленькими компаниями и занятия спортом на открытом воздухе, обязательно с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. При этом расстояние от дома не должно превышать 500 метров. И, пожалуй, самая приятная новость – это разрешение на проведение пятничных молитв во всех мечетях. Коллективные намазы будут проводиться под присмотром врачей, которые будут следить за соблюдением мер предосторожности от COVID-19. Асхаб Зазалаев, Арби Чакаев, Джабраил Синеев. Неделя. Еще несколько медицинских учреждений Чеченской Республики готовятся к приему больных коронавирусом. Сейчас в них идет реконструкция. Одно из них – бывшее здание первой городской больницы. Там смогут разместить до 350 пациентов. На месте побывал наш корреспондент. Чтобы завершить объект в кратчайшие сроки, строители трудятся в 3 смены. Работы идут на всех 5 этажах одновременно. Все, что нам необходимо для работы, нам все приносят, привозят. Все предоставлено. Работаем, работаем, работаем. Преображается и фасад здания. Этот объект – бывшее здание 9-й городской больницы. Сейчас мы перепрофилируем его под лечение больных COVID-19. Работа идет в 3 смены. У нас очень сжатые сроки, и думаем в ближайшее время завершить строительство должным образом. После переезда первой городской больницы в новое здание здесь расположился психоневрологический диспансер. Затем из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире глава региона поручил увеличить резерв для госпитализации больных COVID-19. По поручению главы Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, министра здравоохранения Ильхана Абдуллаевича Сулейманова, идет капитальный ремонт, перепрофилирование всего 5-этажного корпуса под COVID-19. Здесь будет расположено 350 коек, компьютерная томография, переносной рентгенаппарат. Здесь будет реанимация на 80 коек, в каждой палате подведен будет кислород. После реконструкции медучреждение сможет оперативно принимать и диагностировать больных. По прибытии пациента направят на компьютерную томографию. В случае подтверждения вируса переведут в палату, в каждую из которых подведен кислород. Все необходимое оборудование поступит в ближайшее время. Шамиль Эрсанбиев, Арби Чакаев, Джабраил Синеев. Неделя. Аргун угощает тыквой. Им засели 20 гектаров земли. А все для того, чтобы потом раздать урожай малоимущим семьям. Такую необычную благотворительную акцию организовал мэр Аргуна Хасмагомед Кадыров. Один день вместе с аграриями провела и наша съемочная группа. Семена тыквы посадили всего месяц назад, а результат уже налицо. За будущим урожаем, который раздадут нуждающимся семьям, следят аграрии и добровольцы. Последние, узнав о таком богоугодном деле, присоединились к акции с первого дня. Новую жизнь бесхозные земли обрели после поручения главы республики. На 20 гектарах местные власти засеяли тыкву. Вкусно, полезно, не требует особого ухода. 15 мая дайню. Хинси уже халая ловит асер дина яш поливью решаем поле ясер тундера яш поливью тяг яш блабудал малахнах. По словам местных жителей, эти земли ранее никогда не обрабатывали. Однако это не помешало превратить их в ухоженные поля после стольких лет застоя.
Вырастить тыкву решили не случайно. Этот невероятно полезный плод упоминается в священном Коране и хадисах пророка, да благословит его Аллах и приветствует. أنس بوغش مالك أنت سيدو الأصعب وديدر يسخلتنا توديت إشتان هم شتيوك شوال شتاقا بارتنو إيردو قوين تو بايمر قيخ دير بوغ صلى الله عليه وسلم يا أمينة إشتشوسن حاشل ديش شاتو إنساني وانير بوغ أنسوا أخ بايمر نحلخة عربو غردال داردو إذا بايمر دوخ ديش دارخل سريد أولش شون حلخة دينلا أخ قواندع غابق يولش أنا سوديت داير يسخلتن وي بايمر ورشين عليه الصلاة والسلام إغابق يولج مهتي تنتي حوجوش إغابق حيوش قستن إغابق يوش شين كريتشي شاد أق إغابق حيوش بايمر حلخة وعي للشابخ بايمر تو دقا يوش جنديل تدين عدين دعا غابق دقي زل وشابو أنا سو داير يسخلتن شي نزقاتشي شا يأم يجزامان شو غابق تتوخش تا يأم يتنا ياتشابو أنا سو ديل ريسخل سنة ديل العالم ناخا غابق ليلور غابق يزر بايمرد عليه الصلاة والسلام يشخلن ديلا ليلور يأر سنة تبوخ. Из всех представителей рода тыквенных этот наиболее неприхотлив, но в жаркие дни, как и другие растения, нуждается в обильной поливке. Ее проводят раз в неделю. Уже к осени здесь ожидают богатый урожай. Шамиль Эрсанбиев, Асхаб Зазалаев, Арби Чакаев и Джабраил Синеев. Неделя. На дорогах Чеченской Республики установлены камеры фото- и видеофиксации, работающие на солнечных батареях. Они будут следить за соблюдением скоростного режима, собирать данные и в целом контролировать дорожную ситуацию. Новые комплексы фото-видеофиксации установили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пока их всего 5. На участках автодорог Ищорская, Червленая, Гудермес, Илсхан-Юрт, Грозный, Ведено, Серноводск, Грозный и на границе с Дагестаном. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Ади Кюэлшу, Марш Ойл.